Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. В Пакистане не меньше 130 человек погибли в результате захвата школы боевиками Талибана. Центробанк повысил ключевую ставку до 17%. Что произойдет с кредитами и вкладами россиян? Без российского рынка сбыта Беларусь сокращает объемы производства. Как всегда, начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени с Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Такого еще не было. Евро в России достиг отметки 100 рублей. Доллар на московской бирже превысил 80. Затем курсы немного откатились назад. Для поддержки рубля Центробанк поднял ключевую ставку до 17%, чтобы сдержать инфляцию. Но, как видим, произошел обвал. Пока эксперты спорят, как тушить этот курсовой пожар, люди на улицах взволнованы. Мнение москвичей. Очень плохая ситуация. Найдите мне человека, которого это не беспокоит. А куда вкладывать все копейки, которые кто-то накопил? Очень беспокоит. Ну, конечно, беспокоит. Ну, плохо, что можно сказать. Не знаем, в чем хранить лучше. Менять ли, бежать или уже остановиться. Впрочем, в самом главном банке неоднократно призвали, цены в магазинах растут из-за немонетарных факторов, в частности, из-за санкций. Анализ ситуации начинаем с интервью. На вопросы отвечает экономический обозреватель Сергей Сининский. Сергей, сегодня Центробанк изменил ставку сразу на 7%. Скажите, пожалуйста, что это такое вообще, что это за ставка и чем это чревато для простого россиянина? У Центрального банка любой страны есть так называемая базовая процентная ставка. В разных странах они могут быть разные, то есть это ставки по разного рода операциям, но тем не менее какая-то базовая существует. Это фактически точка отсчета для стоимости всех заемных денег в той или иной экономике. То есть если процентная ставка, условно говоря, 5% годовых, то это значит, что все кредиты в экономике будут привязаны к этой ставке так или иначе. Они не будут 5%, потому что банки закладывают и свой какой-то интерес. Плюс они учитывают еще и инфляцию, естественно, текущую. Но уж ниже этой ставки не будет никогда. И поэтому, когда в стране базовая ставка повышается сразу столь серьезно, как это было сделано в России, соответственно, одномоментно дорожают все кредиты. Причем это кредиты и для частных лиц, и для компаний. Что это означает для частных лиц, понятно. Если кредит раньше могли получить условно, даже при прежней ставке под 20-25% годовых, то под какие ставки теперь будут предлагать проценты розничные, потребительские, ну, трудно себе представить. Но плюс еще почти так же будут дорожать и кредиты для компаний. А что это значит? Это значит, что денег компаний заемных станет меньше, потому что они будут менее доступными. Это значит, что компании не смогут расширять, как они раньше планировали, рабочие места. Они не смогут запускать какие-то новые проекты, которые предполагали расширение рабочих мест. А может быть, даже придется закрывать какие-то из уже существующих, ну, со всеми вытекающими последствиями. Сергей, ну вот многие страны уже применяли подобные шоковые меры, и в некоторых случаях это принесло положительный эффект. Сработает ли эта мера в российской действительности? Но здесь последний по времени пример, который сейчас у всех на слуху, это действие Центрального банка Турции в начале этого года, в последних числах января, когда курс лиры турецкой стремительно начал падать, хотя, конечно, масштабы падения там были просто несопоставимые с нынешними темпами падения рубля. Тем не менее, базовая процентная ставка была повышена одномоментно почти в 2,5 раза. И это возымело действие. Не сразу, но через какое-то время. Курс лиры сначала взлетел, потом опять начал снижаться, но тем не менее примерно в течение последующих 3 месяцев он отыграл примерно почти 2 трети, даже 3/4 своих потерь. То есть это сработало. В случае с Россией, скорее всего, такого действия, даже довольно близкого, на горизонте 3 месяцев, ожидать сложно. Центральный банк России по возможности старается беречь свои валютные резервы, то есть зажимает предоставление, проведение интервенции на валютном рынке. С другой стороны, он достаточно в больших объемах продолжает кредитовать российские банки коммерческие в рублях. И именно значительная часть этих рублей, так или иначе, в нынешней ситуации приходят на валютный рынок, что только еще усиливает давление на рубль. Тем временем российские банки начали заказывать новые пятизначные уличные табло для обменников. Пишут «Известия», нынешние табло не смогут отобразить курс, превышающий 99,99.
Центробанк России ситуацию на валютном рынке называет критической. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда банка Сергея Швецова. У меня цитата. «То, что происходит, даже в страшном сне не могли представить себе год назад. Тот выбор, который делал совет директоров Центробанка, это выбор между очень плохим и очень-очень плохим». Мой коллега Александр Касаткин попытался собрать все воедино. Курс рубля, прогнозы Путина, мягкую риторику Меркель и даже медитации интернет-пользователей, глядящих на курсы валют. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то все производство рухнет. На этом сайте, который в реальном времени позволял медитировать на курс доллара, евро и цену нефти, сегодня одновременно находились несколько тысяч посетителей. Нефтяные проекты России привлекают на фоне нефтяной зависимости экономики повышенное внимание. Самый громкий проект «Южный поток» заморожен. По версии представителей Евросоюза, причиной является дороговизна проекта для России в условиях снижающихся цен на энергоносители. Путин заявил также, что строительство остановлено из-за неконструктивной политики Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, обычно жестко критикующая Кремль за действия в Украине, возможно, решила отреагировать на давление немецкого бизнеса, работающего с Россией. Что касается проекта «Южный поток», мы должны прояснить все юридические вопросы и использовать их в диалоге с Россией. У немецкой экономики хороший опыт в отношениях с Россией, как с надежным партнером. Пока идут политические дискуссии в Евросоюзе и переговоры с российскими партнерами, обычные россияне ежедневно чувствуют на себе перипетии падения курса. Это касается напрямую и тех россиян, кто работает за рубежом. Я зарплату получаю в рублях. Раньше, к примеру, я получал зарплату 2 месяца назад, 150 тысяч тенге в тенговом выражении. В рублевом выражении сейчас я получаю, то бишь, если перевести мою зарплату рублевую в тенге, то на нынешний момент за 2 месяца я получаю 70 тысяч тенге. Моя зарплата упала в 2 раза. Курс, конечно, поменялся и сильно, и при обмене теряем много, допустим, в 3 раза. Но, тем не менее, и в городе цены поднялись. Так как покупают, наверняка, они оправдывают тем, что в тенге, соответственно, и в рублях растет цена. Тем более сейчас к Новому году и вдвойне увеличивается. Падает не только рубль, падает и украинская валюта. Наличный доллар на черном рынке превысил отметку в 20. При этом объем предложений покупателей в 8 раз превышает объем предложений продавцов, сообщает «Экономическая правда». В то же время официальный курс гривны сегодня составил 15,76 за доллар. И другие темы. Александр Лукашенко ждет ясности от России в отношении Беларуси. Об этом он заявляет на заседании Совбеза Республики. У меня цитата. «Поведение нашего восточного родного брата не может не настораживать, но пока мы не делаем из этого каких-то выводов». О происходящем в Беларуси, фактически о временной приостановке крупных белорусских предприятий. Смотрите далее в нашей программе. А пока передаем слово в Вашингтон. Этот вторник действительно был черным. Наташа, ждем от вас подробностей кровавого теракта в Пакистане. Да, Сергей, по меньшей мере 130 погибших, в основном детей, в результате нападения боевиков Талибана на школу в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана. По заявлению террористов, это было актом возмездия против пакистанских военных. Пакистанская армия сообщила, что все 6 боевиков были убиты в перестрелке с военными, один успел привести в действие взрывное устройство. Это не первое нападение талибов на школьников. В 2012-м была атакована пакистанская ученица, правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила в этом году Нобелевскую премию мира. В заявлении после теракта Малала сказала, что она скорбит о погибших детях, назвав их своими братьями и сестрами. Речь идет о самом кровавом теракте в Пакистане с октября 2007 года, когда погибли 139 человек. Террористы атаковали кортеж Беназир Бхутто, вернувшийся на родину после 8-летней ссылки. Президент США Барак Обама категорически осудил нападение на школу в Пешаваре и выразил соболезнования семьям погибших и раненых. Цитата. «Атакуя учеников и учителей в этом чудовищном нападении, террористы вновь доказали свою безнравственность», подчеркнул он. При этом, выступая вчера на базе Форт Дикс в штате Нью-Джерси, Обама заявил, что война в Афганистане подходит к ответственному концу. В начале 2015 года в Афганистане останутся около 11 тысяч американских военнослужащих. К концу года планируется сократить их число до 5,5 тысяч.
В этом месяце, всего через 2 недели, передача полномочий в Афганистане завершится. Афганская страна возьмет на себя всю ответственность за свою безопасность. В этом месяце, более чем через 13 лет, наша военная миссия в Афганистане будет завершена. В этом месяце война США в Афганистане подойдет к ответственному концу. Внимание Пентагона переключилось на борьбу с радикальной суннитской группировкой «Исламское государство». В своем выступлении президент Обама заявил, что эта группировка будет уничтожена. Мы не сдаемся. Тем, кто угрожает Америке, не скрыться. Мы найдем вас. И как это уже было, мир забудет этих жалких тиранов и террористов и продолжит жить своей жизнью. Мы их достанем, благодаря вам. Кампания в Ираке займет некоторое время. Но не поймите превратно. Наша коалиция не просто ослабит эту варварскую террористическую организацию. Мы уничтожим ее. Беларусь сокращает объемы производства. В ситуации разбирались наши коллеги в Праге. Сергей? Действительно, новогодние праздники у работников некоторых крупных предприятий Беларуси наступят раньше, чем у других их соотечественников. Рабочих МАЗа, Гомсельмаша и Горизонта кого-то отправляют на досрочные новогодние каникулы, а кого-то переводят на 3-4-дневную рабочую неделю. Склады забиты, торговать с Россией, которая обвалила свой рубль, все сложнее. Александр Касаткин. Минский автомобильный завод, известный своими тяжелыми грузовиками и автобусами, значительно сокращает объемы производства. Многие подразделения завода были вынуждены перейти на 4- или 3-дневную рабочую неделю. По данным Мингорисполкома, за 9 месяцев текущего года спад производства был зафиксирован на всех основных предприятиях Минска, включая электронную промышленность и даже производство белья. 70% белорусского производства экспортируется на российский рынок. Год особый. Ситуация непростая. Вы видите, как просела Россия, это наш основной рынок. Вы видите, что творится в Украине, один из основных наших рынков, война идет. Им сегодня не до покупок. При этом о сокращении работников речь не идет, так как массовое увольнение рабочих чревато социальной напряженностью, а до президентских выборов в Беларуси остается всего год. Что только можно сегодня мы должны сделать, дабы спасти наше производство и не выкинуть людей на улицу. Сейчас только на складах Гомсельмаша скопилось около 10 тысяч единиц невостребованной техники. Многие экономисты сходятся во мнении, что разовая девальвация белорусского рубля в пределах 20-25% позволила бы восстановить конкурентоспособность товаров, как на внутреннем, так и на российском рынке. Девальвацию все-таки будут делать пусть ступенчатую, пусть постепенную, а может и она и не спросит, а сама произойдет. Сейчас сотрудников МАЗа всех отправляют в отпуск с 25 декабря по 12 января. А с 1 января крупнейший производитель электроники в Беларуси, завод электроники и бытовой техники «Горизонт», будет работать 3 дня в неделю. В Вашингтоне никак не могут договориться, какую помощь надо оказывать Украине. Вновь время передавать слово в Соединенные Штаты. Наташа. Американские законодатели, как республиканцы, так и демократы, единодушно призвали Обаму подписать законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и разрешающий поставлять Украине оружие и другую помощь. Законопроект был одобрен Конгрессом в субботу, однако по заявлению администрации на рассмотрение этого вопроса может уйти несколько дней. В ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко вице-президент США Джо Байден подтвердил при этом готовность Соединенных Штатов помочь Украине в получении новой международной экономической помощи. Это прозвучало на фоне заявлений премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Брюсселе о том, что его страна нуждается в срочной помощи в размере $10 миллиардов, чтобы избежать банкротства. Лидеры США и Украины также повторили призыв к России, цитата, «принять меры, чтобы ее сепаратистские ставленники перестали блокировать доставку гуманитарной помощи в охваченные конфликтом регионы на востоке Украины». Согласно новому докладу ООН, многие жители восточных районов Украины, которые находятся под контролем сепаратистов, вынуждены буквально бороться за выживание. Около 1300 человек стали жертвами конфликта в Украине после объявленного в сентябре прекращения огня. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Владимир Ленский. Владимир, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее об этом докладе, о том, на чью помощь, собственно, могут рассчитывать люди, которым он посвящен. Собственно говоря, Наташа, бороться за выживание предстоит 5 миллионам жителей на востоке Украины, которые остаются на территории, которую контролируют сепаратисты. Как указывает доклад Организации Объединенных Наций, подготовленный комиссией по правам человека,
Эти 5 миллионов человек должны будут существовать во время холодов, зимних холодов и в ситуации, когда полностью отсутствует какой-либо порядок или просто установленный нормальный ход жизни. Как указывает автор этого доклада Заид Аль-Хусейн, полностью разрушена экономическая инфраструктура доставки помощи тем жителям, которые наиболее нуждаются в ней, то есть старикам и детям. В особенности ситуация в этом смысле ухудшилась после голосования, которое сепаратисты провели 2 ноября на своей территории. После этого власти Киева решили прекратить распространение государственной системы поддержки тем, кто проживает на территории, захваченной сепаратистами. Это, в свою очередь, вызвало огромный поток беженцев, увеличило, скажем так, поток беженцев, который направился в центральные и западные области Украины. Пункты по регистрации беженцев уже практически не справляются с регистрацией людей, которые пытаются перебраться в более благополучные районы, по крайней мере, в районы, где не идет война. Володя, организация... Да. На самом деле президент Украины Петр Порошенко еще во время визита в Австралию потребовал лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН. В общем, идея звучит уже не в первый раз, насколько я понимаю, она не очень реализуема. Это практически нереально, потому что лишить себя права вето должна сама Россия. Она должна проголосовать за то, чтобы ее лишили права вето. Более, может быть, реальный вариант — это если все постоянные члены Совета Безопасности проголосуют за то, чтобы отменить право вето в Совете Безопасности ООН. Но, Наташа, мне представляется крайне маловероятным, чтобы Россия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция проголосовали, чтобы лишить себя права вето в Совете Безопасности ООН. Спасибо. Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Ленский. Журналистка «Новой газеты» Елена Рачева пишет в Фейсбуке: «Стала призером премии Сахарова за журналистику как поступок. Не очень понимаю, что и зачем, но еще больше хочу теперь работать». Передаем слово Праге. Сергей, вот расскажите нам про премию, что и зачем. Да, Наташа, рассказываем. В России отметили День памяти журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга. К этому дню приурочили и вручение премии имени Андрея Сахарова под названием «За журналистику как поступок». На этой церемонии побывал Андрей Королев. Зал Московского дома журналистов был полон наполовину. Ведущий церемонии, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, посетовал, что с каждым годом людей, приходящих на церемонию вручения Сахаровской премии, становится меньше. Журналистика как профессия, уж тем более как поступок, выхолощена пропагандистскими агитками прокремлевских средств массовой информации. Расследовательская журналистика ушла в нишевые издания, доступные главным образом пользователям интернета. Возможно, не случайно обладателями премии имени Сахарова в этом году стали журналисты из провинции. Я понимаю, во что превратилась сегодняшняя российская власть, как на общероссийском уровне, так и на региональном. Писать для этих людей глупо, бессмысленно. Они читают, но ничего не меняется. Писать можно только для общества. Журналист-правозащитник портала «Особая буква» Оксана Труфанова на протяжении многих лет расследует случаи пыток в челябинских тюрьмах и полицейских участках. В работе слишком многим приходится жертвовать. Семьей, воспитанием детей и даже с безопасностью своей жизни. Премия академика Сахарова за журналистику как поступок вручалась 14-й раз. Впервые о ней заговорили 11 декабря 1991 года, когда вспоминали погибших в Югославии корреспондентов Центрального телевидения Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Продолжаем. Ни воды, ни дров, ни газа, ни работы. Так живут в грузинском селе Двани, расположенном у административной границы с Южной Осетией. С 3 сторон село, а люди готовятся к зиме, окружено неподконтрольными Тбилиси осетинскими селениями. Наша съемочная группа побывала в нескольких метрах от колючей проволоки. Яблоневые деревья пошли на дрова. Мамука Лахаташвили объясняет, что пришлось вырубить сад, так как нет поливной воды, соответственно, нет и урожая. Житель села Двани, которое с 3 сторон граничит с оккупированным регионом, говорит, что ситуация здесь бесперспективна, и если ничего не изменится к лучшему, то через десяток лет селу грозит запустение. Работы здесь нет. Скотоводством не займешься, ведь пастбища оказались по ту сторону колючей проволоки. Поливная вода раньше поступала с оккупированной территории, теперь канавы разрушены. А чем еще заняться в деревне?
Голь на выдумку хитра. Все как в старой русской поговорке. Джонни Микаришвили нашел способ очищать от сухих стручков лобио, по-русски фасоль, не выходя в ветреное поле. Джонни живет с пожилым отцом-инвалидом, и для их семьи выращивание и дальнейшая реализация фасоли – единственный источник дохода. Этот урожай, конечно, поможет нам продержаться, но крестьянам нужна вода. Нет воды – нет урожая. Дом Элгуджи Копадзе был разрушен в результате грузино-российской войны. Сегодня он с супругой и 3 взрослыми детьми вынужден ютиться в однокомнатном коттедже, построенном в его же дворе на деньги ООН и Евросоюза. Жестянщик Элгуджи при этом не унывает, но сетует на нехватку внимания со стороны государства. Вроде провели газовые трубы, обещали подключить каждую семью за счет государства, но так и не сделали. Все бросили на полдороги. Счетчики есть, а газа нет. Суетясь в маленькой пристроенной кухоньке, супруга Элгуджи Тина ломает голову, чем накормить и как обогреть свое семейство. Социальная помощь, а семья Копадзе получает 250 лари, это приблизительно $140 в месяц, не покрывает и половины расходов. Дров, ежегодно выделяемых государством, тоже недостаточно. Нам дважды привезли по 2 кубометра дров. В прошлом и позапрошлом годах выделили по 200 лари на семью на дрова. Это меньше, чем небольшой грузовичок, но ни одной семье этого не хватит. В среднем на семью нужно в 3-4 раза больше. Когда-то славившееся своими яблоневыми садами, расположенное в самом сердце Грузии, регионе Шида-Картли, село Двани сегодня оказалось приграничным к зоне конфликта. Но и бытовые проблемы давят на сельчан с одной стороны не меньше, чем колючий забор с 3 других. Светлана Алимова, Александр Алимов, Двани. Это «Настоящее время». Смотрите далее. Ждать ли нового витка насилия на Ближнем Востоке? Это вопрос, который мы адресуем нашим коллегам в Вашингтоне. Наташа, эфир ваш. Палестинцы призывают Совет Безопасности ООН проголосовать в самое ближайшее время по резолюции, которая устанавливает условия и сроки вывода израильских войск с оккупированных территорий. Вопрос признания палестинского государства в ООН в обход непосредственных переговоров с Израилем стал главной темой римской встречи израильского премьер-министра Нетаньяху и госсекретаря США Джона Керри. Беньямин Нетаньяху добивается от Керри гарантии того, что США воспользуются правом вето при голосовании в Совбезе по палестинской резолюции. Есть ли шансы на возобновление мирных переговоров? Скотт Боб в репортаже из Иерусалима. Конфронтация между Израилем и палестинцами усилилась как результат провала усилий по возобновлению ближневосточных мирных переговоров. Это, в свою очередь, укрепило экстремистские настроения с обеих сторон. Одно подогревает другое. Экстремизм, непримиримые позиции, опломб, особенно у представителей правого крыла. Многомесячная работа госсекретаря США Джона Керри была сведена на нет после коллапса переговорного процесса в апреле. В это же время 2 ведущие палестинские фракции, Фатх и Хамас, объявили о решении объединиться. Израиль охарактеризовал этот шаг как срыв дипломатии, поскольку Хамас отказывается признавать еврейское государство. Дипломатическая фиаско вкупе с убийством нескольких молодых израильтян и палестинцев привели к 50-дневному конфликту между Хамас и Израилем, в результате которого погибли более 2000 человек. Противостояние разрешилось в августе, хотя и без подписания формального договора о прекращении огня. Однако речь сегодня идет о выживании, а не о мире. Самое лучшее в этой ситуации, чтобы все осталось в положении статус-кво, без ухудшения. Новую волну насилия спровоцировало посещение правыми израильтянами Храмовой горы и мечети Аль-Акса, объектов, почитаемых как иудеями, так и мусульманами. Произошли нападения на израильтян и мусульман, а также столкновения в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу. Эти события породили у многих людей чувство безнадежности. Отчаяние. Вот главный вывод. Надеюсь, что все изменится. Как историк я могу сказать, что ситуация может измениться. Профессор Закария Аль-Как полагает, что Израиль и палестинская автономия смогут избежать всплеска насилия, поскольку оба правительства опасаются потери контроля над ситуацией. В их интересах раздражать друг друга и досаждать друг другу, но не устранять и не ликвидировать друг друга. По прогнозам аналитиков, в ближайшем будущем обстановка в регионе будет нестабильной, а у дипломатии останется мало шансов на успех. Израиль
готовится к парламентским выборам, тогда как США, важный участник любых переговоров, вступают в долгий период президентской кампании. Ну, новости у нас сегодня не веселые, но говорят, что красота спасет мир. Давайте чуть отойдем от политики. Для индейцев племени Навахо ювелирные изделия – это не просто украшения, они наполнены глубоким символическим смыслом. Репортаж Даниэлы Шрайер. Уже несколько поколений семья Язи использует традиционные ювелирные техники индейцев Навахо. Конча, цветок тыквы и солнце – классические визуальные элементы индейских украшений, которые Язи делают в своих мастерских на юго-западе страны. Национальный музей американских индейцев в городе Нью-Йорк открыл выставку, посвященную 40-летию творчества братьев Ли и Раймонда Язи. Они старшие в знаменитой семье ювелиров, чьи работы до сегодняшнего дня хранились в частных коллекциях. Ли работает с серебром. Этот металл стал популярным материалом в искусстве Навахо после того, как он попал к индейцам от испанских конкистадоров. Навахо считают, что камни обладают душой. Мой отец неоднократно напоминал моей матери уважать его работу. Она сакральная. Бирюза считалась священной. Рэй прославился благодаря своей работе с камнями. Его главный интерес – претворение в жизнь концепции хоужоу о балансе красоты в искусстве и жизни. Это очень долгий процесс формирования разных цветов, особенно у коралла. Он занимает месяцы и даже годы, чтобы все цвета зазвучали вместе. На выставке «Сияющий мир. Украшения Навахо семьи Язи» представлены работы, принадлежащие 50 частным коллекционерам. «Сияющий мир Навахо» означает «мир света и солнца», где обитают все живые существа. Говорит куратор выставки. Это напрямую влияет на их украшения, как и цвета ландшафта и свет. Я имею в виду верование Навахо о цвете и свете. Коллекционеры готовы платить кругленькие суммы за работы Язи, а Бекент Флайт влюбилась в их украшения в 7 лет. Сегодня она арт-дилер. Из-за того, что эти работы требуют больших затрат времени, особых навыков, приходящих с опытом, то и стоить эти произведения будут много. Иногда больше $100 000. Десятки членов семьи Язи прибыли в Нью-Йорк на открытие выставки, которая совпала с вручением награды от их родного штата Нью-Мексико. Для Рэя это стало незабываемым моментом. Ты живешь свою жизнь, создаешь работы, которые потом идут в частные коллекции, и публика их никогда не видит. Все эти годы я думал о том, когда же, наконец, мои работы увидят другие люди. Увидят то, на что я способен. Выставка из 300 предметов будет открыта целый год. По словам куратора, эта коллекция только малая часть современной истории американских индейцев. Пентагон будет отслеживать передвижение Санта-Клауса. Такое заявление пресс-секретарь Министерства обороны Джон Кирби сделал в пятницу в ответ на вопрос маленькой девочки, попавшей на брифинг. Мы действительно это делаем. Если ты зайдешь на сайт оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны, к сожалению, у меня нет под рукой адреса, но я уверен, что твой папа может помочь его найти. Их устройство для отслеживания Санты готово к действию. На фоне напряженности на международной арене и скандалов в связи с электронной слежкой это заявление пресс-секретаря Пентагона можно интерпретировать очень по-разному. Но вообще этой традиции почти 60 лет. В канун западного Рождества NORAD действительно начинает отслеживать передвижение Санта-Клауса, его оленя Рудольфа и саней с подарками по планете. Это можно посмотреть на сайте www.noradsanta.org. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас на сайте currenttime.tv, заходите на страницы наших социальных сетей. Сергей, до встречи завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.